Хотелось бы, чтобы мы здесь обсудили проблемы, которые имеются, и хотелось бы, чтобы мы все-таки по окончанию выработали какие-то новые методы нашей работы. Была открыта серия встреч с главами администрации, на которые приглашают руководителей ведомств, ответственных за профилактику экстремизма и терроризма в республике, муниципальные и общественные организации. Цель мероприятия заключается в создании эффективной платформы для обсуждения и выработки комплексных мер по противодействию экстремизму и терроризму. На мероприятии предлагают разные способы борьбы. План проведения спортивных массовых мероприятий под лозунгом «Молодежь против терроризма» и там наркомания добавьте туда. И на общем построении наши, скажем так, спортивные мероприятия переходили на дискуссии. И мы могли выявить среди этих спортсменов, скажем так, среди этой молодежи, кто радикально настроен. И с ними проводить индивидуальные профилактические мероприятия. Одной из ключевых тем становится роль интернета и социальных сетей в распространении экстремистских идей, особенно среди молодежи. Участники подчеркивают, что цифровое пространство сегодня активно используется для вербовки и вовлечения молодых людей в экстремистские и террористические организации. Современные технологии позволяют террористам обходить традиционные меры контроля, что требует новых подходов в борьбе с этой проблемой. У нас и пользователи интернета, социальных сетей – это наша молодежь. И довести до них, объяснить, провести профилактические беседы на каждом занятии, семинарах, где мы встречаемся, где мы их как-то профилактируем, объяснить, что если просто в интернете зайти на сайтах, как-то запрещенных сайтах, зайти и скопировать информацию, распространять его, потом сохранять на телефоне и перекидывать другим гражданам, что это может последовать и административная, и уголовная ответственность. Также рассматривается такой вариант, как работа в образовательных учреждениях. На классных часах с учениками будут проводить беседы о важности предупреждения терроризма и экстремизма, что поможет формировать ответственные отношения и предотвращать радикализацию среди молодежи. Касается это не только школьников, но и студентов и их родителей. У нас ежегодно в начале учебного года совместно с Министерством образования мы планируем эти, конечно, новшества, изменения, все это будем доводить, особенно от ответственности и в части законодательства, что есть ответственность, особенно вот мы и до родителей поэтому это хотим довести. Важным пунктом стал вопрос межведомственного взаимодействия. Участники круглого стола согласились, что борьба с экстремизмом и терроризмом требует координации между различными ведомствами, от правоохранительных органов до образовательных учреждений и социальных служб. Только такой подход позволит своевременно выявлять и предотвращать экстремистские движения. В нашей республике таких случаев нету, но есть случаи в соседних регионах. Это так называемый скул-шутинг, это буллинг в учебных заведениях в том числе. Поэтому наша цель – не допустить, чтобы наша молодежь участвовала в противоправной деятельности. Эта встреча стала отправной точкой для регулярного проведения подобных мероприятий, которые будут охватывать все более широкий круг участников и направлены на повышение безопасности в обществе. Адам Гуражев, Сулейман Костоев, Магаз 24.